В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Объем финансирования Абхазии увеличится уже в этом году. Заседание межправкомиссии в Москве. Мы одной крови. 14 июня в Сухуме пройдет акция ко дню донора. Ремонт линии близится к завершению. В начале июля будет запущен троллейбусный маршрут на Маяк. Накануне в Москве прошло 15-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Объем финансирования Республики Абхазия Российской Федерации увеличится до 2,5 миллиардов рублей в 2017 году, заявил журналистам по итогам заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин. У нас серьезно скорректирована инвестиционная программа. Это связано с тем, что республикой подготовлен перечень проектно-сметных документаций по всем проектам. Мы готовы увеличить объемы финансирования в этом году, и он составит свыше 2,5 миллиардов рублей в этом году финансирования. И, соответственно, пропорционально на 2018-2019 год объем финансирования стоит 1 600 000 000. В целом, я могу сказать, еще раз поблагодарить своего коллегу Беслана Константиновича за очень эффективную работу его команды. Нам очень приятно работать. У нас практически, вот видите, комиссия проходит там за полчаса, потому что все текущие вопросы у нас снимаются. То есть мы не видим здесь каких-то проблем. По словам Александра Хлопонина, на 2018-2019 годы объем финансирования составит по 1 миллиарду 600 миллионов рублей. Как пояснил премьер-министр Абхазии Беслан Барцец, увеличение финансирования на этот год составило порядка 500 миллионов рублей. Между тем, глава Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил журналистам, что в рамках инвестиционной программы в 2017-2019 годах всего планируется выделить в республике 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Расширенный репортаж заседания Межправкомиссии смотрите в нашем эфире в субботней программе. В рамках образовательного процесса в республиканской больнице прошел научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам лапароскопической технологии, урологии, хирургии, гинекологии. А затем находящийся в эти дни в Абхазии профессор, доктор медицинских наук Валентин Павлов провел сложную операцию в онлайн-трансляции. Репортаж Ренаты Шакая. Открывая научно-практический семинар, министр здравоохранения Томас Цахнаки отметил, что наши специалисты должны постоянно повышать уровень знаний и практических навыков, от которых зависит качество оказываемой медицинской помощи. Современные технологии и методика позволяют свести к минимуму риск развития вероятных осложнений после операции и уменьшить сроки реабилитации, что позволяет значительно сокращать время пребывания в стационаре. Но этими технологиями надо уметь пользоваться. Договор между Минздравом, АГУ и Башкирским университетом предполагает широкое научное сотрудничество, и одно из его направлений – повышение квалификации абхазских врачей. Как известно, в мире данные методы, эндохирургические методы лечения, находят свое самое широкое применение. Мы, конечно, тоже не являемся исключением в этом смысле. На сегодняшний день активно внедряем методы лапароскопической хирургии, в частности, абдоминальной хирургии. У нас есть уже опыт проведения подобных операций на органах малого таза, а также торакоскопические операции. Кроме того, мы применяем и другие эндоскопические методы хирургического лечения. Профессор Валентин Павлов очень известен в медицинских кругах России. Кандидатскую и докторскую диссертации он защищал в РУДН. Павлов – автор более 500 научных и учебно-методических работ, 35 патентов на изобретение. Такие мастер-классы, безусловно, полезны в плане обмена опытом. Мы сегодня показываем ряд операций, которыми мы владеем, которые вошли в наши клиники уже прочно. А в целом мы говорим о том, что
Завтра вся хирургия станет внутрипросветной, лапароскопической, реконструктивно-пластической. И то, что мы привыкли делать с открытыми доступами, все это практически полностью исчезнет. И мы все, чтобы оставаться в тренде вот нормальной современной хирургии, должны все этими технологиями владеть, знать, изучать. После того, как Павлов удалился в операционную, врач-хирург высшей категории профессор Махмуд Тимирбулатов продолжил конференцию уже как модератор. После представления истории болезни оперируемого на большом экране в онлайн-режиме появилась картинка с операционной. Профессор Павлов подробно комментировал ход операции и рассказывал о том, как проходят подобного рода операции. Видно, да, что очень специфичная, конечно, подготовка. Это вот о том, что мы уже говорили, что все-таки операция довольно сложная, и если мы не обеспечим нормальную экспозицию, то ничего не получится. В операционной вместе с профессором Павловым работал абхазский врач-хирург Руслан Цмыр. Всегда полезно посмотреть, как оперирует опытный специалист. Устанавливается баллон для формирования полости. Баллон-диссектор он называется, да? В обсуждении часто звучали медицинские термины, не очень понятные обычному человеку. Но гораздо больше впечатлила спокойная и уверенная работа хирургов. Министр здравоохранения Тамас Цахнакия выразил надежду на то, что подобного рода практика с трансляцией онлайн-операций для наших врачей станет обыденной, и они приобретут определенный опыт. Рената Шакая, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Министерство здравоохранения Абхазии, Центральный банк крови Республиканской больницы при информационной поддержке мультимедийного центра «Спутник Абхазия» проводят 14 июня во Всемирный день донора крови специальную акцию. Теме донорства в Абхазии посвящалась пресс-конференция министра здравоохранения Тамаза Цахнаки. Подробности у наших корреспондентов. Акция «Мы одной крови» направлена на популяризацию донорства в нашей стране. Это попытка привлечь внимание государства и общественности к крайне актуальной в последние десятилетия проблеме. Мы планируем 14 июня в 11 часов утра в Республиканской больнице, в Центральном банке крови, провести акцию, совместную акцию «Мы одной крови», так вот назвали, совместная Минздрава республики, в том числе Республиканской больницы, «Спутника Абхазии», которая является нашим информационным партнером, и Госкомитета по молодежной политике. И приглашаем всех принять участие в этой очень важной акции. По словам Цахнакия, проблема донорства в наши дни – одна из жизненно важных в абхазской медицине, требующая разработки государственной программы. Не менее важна здесь и поддержка общества, поднятие престижа донорства. Государственный комитет по молодежной политике принимает активное участие в популяризации донорства. Представители Госкомитета давно стали постоянными донорами, подавая тем самым наглядный пример. Первоначально это было немного доноров, было сложно привлечь людей, молодых людей. Потому что, кто-то считал, что это не так важно, кто-то считал, что, кто-то просто ленился. И с года в год количество участников мероприятия увеличивается, что, несомненно, радует. В этом году мы вообще рассчитываем на рекордное количество участников акции, учитывая, что уже очень много заявок. Для развития донорства в Абхазии необходимо подходящее оборудование, чтобы привлекать не только доноров крови, но и доноров плазмы, что еще больше востребовано. Доноры плазмы могут сдавать ее 3-4 раза в месяц без вреда здоровью, а донором крови можно быть 3-4 раза в год. При этом донором крови не может стать каждый желающий. В основном это люди от 18 до 55 лет. Статистика говорит о том, что лишь 70% от общего количества людей, подавших заявки на донорство, в конечном итоге становятся ими, успешно пройдя все этапы медицинской проверки на пригодность. Потому что есть противопоказания абсолютно. Это все инфекции, трансмиссивные гепатиты, ВИЧ, сифилис, это паразитарные инфекции, это инфекции вирусные и так далее. Это соматические заболевания, как мы говорили с вами до этого, что все соматические тяжелые заболевания являются противопоказаниями заболеваний печени, почек, сердца. Поэтому на этапе дообследования, конечно, большой процент у нас не доходит до донорства.
Ежегодно 14 июня 192 страны мира отмечают Всемирный день донора крови. И Абхазия не стала исключением. Организаторы акции призывают всех, кому позволяет здоровье, внести свою лепту в укрепление здоровья нации. Ведь ваша кровь обязательно спасет чью-то жизнь. На Алакове, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Торгово-промышленная палата Абхазии выступила с предложением создать совет экспортеров, призванный заниматься решением возникающих вопросов. Сегодня на встрече всех заинтересованных сторон говорили о проблемах предпринимателей, занимающихся экспортом, регулировании и упрощении таможенного оформления. О том, как прошел первый диалог предпринимателей с представителем Федеральной таможенной службы России в Абхазии, расскажет Нисфа Аршба. Торгово-промышленная палата намерена поддержать абхазских экспортеров. Это главный посыл для всех участников встречи. Цель первого диалога – выявить проблемные зоны, которые необходимо решать в первую очередь. Чтобы общение оказалось плодотворным, на встречу с экспортерами пригласили представителя Федеральной таможенной службы России Сергея Иванова. Мы знаем, что есть проблемы с таможней, да, как сами наши экспортеры говорят. Возможно, и отсутствие той же ассоциации перевозчиков, наличие которой в республике, может быть, ликвидировало много и других проблем, в том числе это и касательно логистики, а также и беспрепятственного пересечения российско-абхазской границы, в том числе, ну и многие другие. Экспорт из Абхазии ежегодно увеличивается. Рост предприятий очевиден. Растут объемы производства. Но вместе с этим у абхазских экспортеров появляется больше проблем. Торгово-промышленная палата предложила решать их сообща, через новую структуру – Совет экспортеров Абхазии. Основная цель создания данного совета – это, конечно же, координация всех производителей по продвижению экспорта абхазской отечественной продукции за пределами нашей с вами республики и, конечно же, максимальное содействие в решении всех существующих проблем, связанных с экспортом и в том числе выхода на мировой рынок. Предприниматели не высказывались резко против этой идеи, но у них накопились вопросы и замечания к представителю Российской таможенной службы. И по большей части они касались возможности упрощения таможенного оформления, взаимодействия таможенных служб с экспортерами. Мне иногда, честно кажется, что когда мы были не признаны, у нас не было договоров по таможенной линии, я сейчас все, как говорится, все вопросы не хочу обсуждать, я имею другие. Мне кажется, что тогда нам работалось легче. И на раз получается, что чем больше документов, чем больше законов, чем больше между нашими странами договоров, тем все усложняется. Сергей Иванов работает в Абхазии уже более 2 лет. За это время, по его признанию, он изучил ситуацию на абхазо-российской таможне достаточно хорошо. Именно потому с частью высказанного экспортерами он согласился. По его словам, есть проблемные зоны, которые нужно изменить. Но не все беды от таможенных служб, говорит Иванов. В России существуют и общественно-консультативные советы, где там, по сути дела, любой серьезный законопроект, он дается на экспертизу бизнесу, который говорит, нам это надо или нам это не надо. Да? Вот. И поэтому я просто хотел бы именно таким образом, чтобы выслушивать не то, что там я защищаюсь как-то, да, я просто пока могу сказать то, что я знаю. Поэтому здесь нужно, давайте приглашать там. У нас есть здесь и пограничная служба Российской Федерации, да, представители. Их приглашать тех, кто проверяет товары и кто работает, и давайте их там выслушивать, им задавать тоже так же вопросы. И Россельхознадзору. Начало диалогу положено. И, как показала сегодняшняя встреча, он необходим всем сторонам, участвующим в процессе. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Судебные приставы вместе с представителями правоохранительных органов выселили семью, незаконно захватившую квартиру в Сухуме. На протяжении 7 лет семья проживала в ней вопреки судебному решению о выселении. И вот собственники жилья обратились к судебным приставам за исполнением решения суда. Этому конфликту уже несколько лет. Многоквартирный двухэтажный дом расположен на пересечении улиц Чочуа и Гулия. Собственницей части дома является греческая семья Папаврамиди, временно проживающая в Греции. Дом по доверенности был передан их ближайшей родственнице Ирине Анкваб, которая в 2010 году сдала жилье в аренду Диане Хаджимба. Через некоторое время семья Хаджимба перестала оплачивать за жилье и каким-то образом оформила квартиру на себя. 3 года шли суды. Хотя я не знаю, почему так это все долго. Ну, вы знаете, это волокита такая.
Вот. И еле-еле доказали, что всех соседей водила, все подтверждали, что это, понимаете. Вот она за неделю переоформила непонятно каким образом на себя дом. Ну, переоформила, выиграли все, теперь выселить надо. Никак не можем выселить. Это человек, который здесь жил, Папа Аврамити. Он был заслуженный инженер Абхазии и Грузии. Он построил полгорода Сухума. Университет построил он, ГИС построил он, Красный мост построил, восстановил театр после пожара. В общем, гостиницу Тбилиси. В общем, перечислять очень много можно. И, понимаете, это заслуженный человек. Вместо мемориальной доски вот на этом доме она заняла этот дом. Законные владельцы подали в суд. Дело выиграли. Решением Верховного суда Абхазии оформление дома было признано незаконным. Семье Хаджимба определили срок для выселения, но они не освобождали жилье. Судебные приставы неоднократно вручали им требования, но они не были выполнены. И представители закона были вынуждены начать процедуру принудительного выселения. Давай начинаем отсюда. Все установленные сроки по данному делу они прошли, и законные наши требования игнорировались. На сегодняшний день назначено принудительное исполнение судебного решения, и с этой целью задействованы силы МВД, МЧС. И в данное время сейчас происходит опись имущества, в последующем оно будет вывезено и передано на ответственное хранение. Судебная тяжба длилась несколько лет. Сегодня сотрудники правоохранительных органов вместе с судебными приставами выселили семью и описали имущество в присутствии понятых. В решении суда указано, что Диана Хаджимба имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и супруга-инвалида Отечественной войны народа Абхазии. Пока неизвестно, где семья будет проживать. В решении Верховного суда ничего не сказано о предоставлении им аналогичного жилья. Сима Аргун, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В понедельник, 17 июня, состоится очередное заседание сессии Народного собрания Абхазии. На повестке дня один вопрос о проекте закона Республики Абхазия о ратификации протокола номер 2 к соглашению между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Решением правительства Абхазии внесены изменения в законодательство, касающиеся государственных социальных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. В частности, с 1 июля семье будет выплачиваться по 3000 рублей ежемесячно. О механизме выплаты пособий в интервью Абхазскому телевидению рассказал председатель Фонда социального страхования и охраны труда Амиран Какалия. В прошлом году постановлением Кабинета министров с 1 января с 1000 рублей подняли ставку до 2000 рублей до 1,5 лет. Провели мы анализ нашей финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования и обратились с письмом в Кабинет министров с 2000 рублей до 3000 по уходу за ребенком до 1,5 лет, независимо от количества детей, с 1 июля будет выплачиваться по 3000 рублей ежемесячно. И поэтому просьба ко всем работодателям, руководителям организаций с 1 июля присылать расчеты в фонд по ставке 3000 рублей, независимо от количества детей до 1,5 лет. Перечень документов. Мы работаем с нашими страхователями, работодателями, руководителями. Думаем, что никаких проблем не будет. Вот уже 5 лет, как троллейбусный маршрут Маяк-Тхубун не функционирует. Ремонтные работы на данном участке ведутся с прошлого года и уже подходят к концу. Через месяц, как говорят специалисты, по данному маршруту пойдут троллейбусы. 5 лет назад, в 2012 году, сильный ветер повредил троллейбусные линии и столбы в районе Маяка. С тех пор маршрут не функционирует. Сроки его запуска назывались не раз, но они постоянно переносились. В прошлом году правительством страны было принято решение провести тендер на ремонт данного участка. Частное предприятие, выигравшее конкурс, провело работы по замене столбов и линий на участке от центрального рынка до 12-й средней школы. На данный момент сотрудники троллейбусного управления проводят завершающие работы. Планируется, что уже в конце этого месяца пассажирский транспорт начнет свой маршрут по данному направлению. Директор троллейбусного управления Юрий Барганджи отметил, что работы здесь ведут опытные специалисты. Провели немало работы, честно говоря, пришлось много чего поправить, исправить, изменить. Это место, угол проспект Мира имама Шамиля. Начиная отсюда до 12-й школы, и с 12-й школы до начала стадиона центрального нашего, линия полностью
готовая. Осталось нам с угла стадиона до имама Шамиля еще протянуть линию. Кроме ремонта линий и столбов, нужно привести в порядок и тяговые подстанции, которые с 1968 года не ремонтировались. После окончания работ по наладке троллейбусных линий, которые планируется завершить к началу июля, сотрудники управления приступят к ремонту тяговой подстанции номер 4, которая относится к этому же участку. Сейджер Салия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В эти минуты в Северном Кипре проходит футбольный матч чемпионата Европы по версии КАНИФА с участием нашей сборной и команды по Дании, которая является чемпионом Европы. Прямая трансляция встречи была заменена на другой матч хозяевами чемпионата. К этой минуте счет такой же – 0-0. О результатах игры мы вам сообщим в следующем выпуске новостей. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии будет облачная погода с прояснениями. Днем временами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 24-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.